Вы смотрите продолжение социального эксперимента Тимур Хазек. Амбициозный проект, предназначенный для молодых людей, желающих многого добиться в жизни, но не знающих, как это сделать. Цель социального эксперимента – помощь и поддержка молодежи в постановке и достижении своих целей. Показать на практике, что правильно поставленных целей можно добиться, используя уже предложенные государством программы поддержки молодежи. Приучить к тайм-менеджменту и добыванию нужной информации. Тимур Хазек – это совместный проект общенационального движения «Казахстан-2050», акимата города Шымкент и телеканала ТВК. Проект реализуется при поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук-Казанатраст». В этом выпуске ребята вновь встретятся с бизнес-тренерами и будут делиться планами на будущее. К тому же у каждого на руках есть доработанный при помощи Центра обслуживания предпринимателей бизнес-план. Что из этого получилось, увидите в ближайшие минуты. Бағдарламаның осы бөлімінде қатысушылар кезекті рет бизнес бапкерлермен кездеседі. Олардың қолында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығымен бірлесіп жасаған бизнес жоспарлары бар. Нәтижесі қалай боларын бірнеше минуттан кейін білетін боламыз. За время существования социального эксперимента Тимур Хазек из числа отобранных претендентов в проект смогли попасть 8 участников. На сегодняшний день их осталось 7. Эти ребята уже могут похвастаться неплохими результатами. Они сумели пройти нелегкие испытания, неплохо справлялись с заданиями бизнес-тренеров, получили немало знаний на практике и оказались еще на несколько шагов ближе к своей мечте. Темір Қазық бағдарламасы басталғалы көптеген үміткерлер арасынан тек 8 қатысушы іріктеліп алынды. Ал қазіргі таңда олардың қатары тағы бір азаматқа кеміп отыр. Қалған қатысушылар бұл уақыт аралығында көптеген жетістікке жеткен анық. Олар бизнес бапкерлердің тапсырмаларын орындап, қиын сынақтардан сүрінбей өтті. Кейбірі үйренгенін өмірде қолдануға да мүмкіндік алды. Сөйтіп өз арманына тағы бір қадам жақындай түсті. Начнем по порядку. Первого нашего участника зовут Нурпиис Халыков. Это тот самый юноша, с которым мы познакомились на бирже труда. Молодой человек без высшего образования мечтает обучиться и в будущем заняться любимым делом. А лучше всего у Нурпииса получается печь хлебобулочные изделия. В планах у нашего участника открыть пекарню, в которой горожане смогли бы приобрести самый вкусный и полезный хлеб. Біздің алғашқы қатысушымыз Нурпиис Халықов. Бұл жігітті біз еңбек биржасынан кезіктірдік. Оның жоғары білімі болмаса да сүйікті ісімен айналысып жетістікке жеткісі келеді. Тәтті күлшелер мен нан өнімдерін жасау Нурпиистің қолынан келеді. Сол себепті ол болашақта наубайхана ашып, өңір халқын пайдалы және дәмді өніммен қамтамасыз етпек. У нас возле дома и открылась пироговая, и живем мы не в центре города, а такая верхняя часть. И это место настолько отличается от всех тех вот таких магазинов, которые есть. Я проезжаю все время думаю про Нурпииса, ему вот надо такую какую-нибудь штуку сделать. Я поеду в следующий раз, обязательно сфотографирую, чтобы ты посмотрел внутри, как это выглядит, чтобы можно было как пример. Да, это пекарня с магазином, с продажей, и тут же они еще маленькую кафешку сделали. То есть человек может чай попить, тут же купил, тут же у них кофемашина стоит, тут же он этот кекс. Я просто смотрю на перечень твоей продукции и прям, слушай, аж кушать захотела. Рассчитали все это? Ага. Даже зрители кушать захотели. Да, уже захотели. И мороженое, ну, круассан сырный, круассан с творогом, булочка с маком. Ага. С добрым утром. Да. И очень интересно. И получается, что даже люди мимо проходят, да, запах пахнет, они заходят что-то домой, а тут же дети, а можно я тут же съем? И у меня так дети, они из машины бегут, мы в Пироговую идем, называется, правда, Пироговая, мы с тобой, я беру для дома, мы тут же еще садимся там чай пить. Да, от этой Пироговой до моего дома 5 минут езды на машине, там вот буквально, и все равно они садятся, им нравится, там сидит вот этот запах, постоянно вот вкусно, поэтому вот я тебе привезу, я тебе прям отправлю видео отчет из этого места, чтобы ты посмотрел, как это выглядит. Оны ойластырдық негізі. Жалпы бізде Қазығұрт ауданында болған сельский округ болған екен. Пока бізде ол жағы қарастырылған жоқ. Мен өзім цехты бірінші қарастырып, жалпы өзімнің өнімді регионға таратып, кішігіне таныстырылым болса,
кейіннен кафетерия жаңағыдай магазин қылып ашу өз ниетім бар. Коробочкалар істеу керек та. Да, вот И это мына сүйретпен. обязательно, обязательно. Но сүйретті надо доработать. Ну, насчет Нура, я долго думал, как-то легче можно назвать хлеб. Жалпы айтылуға оңай сондай бір ой табу керек болып жатыр. Пока Нур деп деп отырмын, может варианттар болса тағы өзгертіп көреміз жеңіл жағынан. Алдында У мен нас это распространенные названия. Ну и да, и потом это такое хорошее. өзім логотипті өзім суретін қойған екен, основной Нур деген бір жағынан өзімді таныстыру, Иә. как реклама десек те болады. Сол мақсатта осын қойып отырмын. Может сіздердің кеңестеріңізбен может тағы да доработать ететін шығармыз бұны. Не, здесь можно фокус-группу сделать, просто насколько хорошо воспринимается, прям поставить картинки, чтобы как фокус-группа, как это слушается, как это воспринимается. Можно сделать исследование. Слушай, по бизнес-плану, по финансам, в прошлый раз ты говорил в районе 4 миллионов, да? 4,5 миллиона тенге тебе нужно. Перепроверенный бизнес-план, какая сумма получается? Общий на проект 4 миллион 710 мың теңге есептедік біз. Бұл бизнес-планды осы тренерлермен бірге, бапкерлермен бірге кемшілік жерлерін толықтырып, кеңес алуға келіп отырмыз. Шымкентте наубайхана көп, әрине, нан еш уақытта өлмейді, саудасы жүреді, қаламыз үлкен, бәрімізге қала жетеді. Конкуренттер болмаса, ол да қызық емес, обязательно конкуренттер де керек бізге. Бір-бірімізді жаңағыдай кәсіпті біліктілігімізді шыңдап отыруға бізге әрдайым бәсекелес нелер керек болады. Жалпы Шымкент тек Шымкент қаласы емес, осы оңтүстік Қазақстан өңірінде жаңағыдай өз кәсібімді өрлетсем деген ниеттемін. Кстати, Нурпейс в проекте встретил единомышленницу Гаухар Мухтарова по образованию технолог. Хотя на проект девушка поделилась, что мечтает изобрести такое мороженое, которое пришлось бы по вкусу каждому. В какой-то момент Гаухар работала в команде с Нурпейсом. Тогда ребята даже заявили, что хотят открыть пекарню вместе. Однако бизнес-план девушка подготовила именно по айскриму. Келесі қатысушымыз Гаухар Мухтарова, мамандығы технолог. Оның да өзге әріптестері секілді өз кәсібін ашқысы келеді. Арманы балмұздақ өндіру. Сөйтіп ерекше балмұздағы мен шымкенттіктерді тәнті етпек. Өз кезегінде Гаухар Нурпейспен бірлесіп жұмыс жасамақ та болды. Тіпті екеуі бірлесіп наубайхана ашуды жоспарлаған еді. Бірақ соңғы сәтте жолдары екіге бөлінді. Мынаны қарап балмұздақ жеңіп кетті. Мен өзім балмұздақ отанынан өскем. Бізде Ленгерде балмұздақ бар да, заводы шығарады. Кейбір кезде килограммдап сатып алып, жазғы уақыттарда түске балмұздақ жейтіміз. Өте керемет. Бізде енді Шымкент жайлап балмұздақты өте қатты жақсы көретін қала. Өзімізде кейбір жерлерде атақты жерлер бар. Шымкент қаласында очередьтер тұрады балмұздаққа. В принципе, енді мен айтарым өте жақсы бизнестердің бірі. Көрсеңіз болады. Бұл енді бағанағыдай біздің кәсіпкерлер қызмет көрсету орталығына бардыңыз ғой, иә? Иә, сол жерден қызметкерлері түсіндіріп беріп, дәрабатывать етіп. Түсіндіріп беріп, бір күн ішінде осыны жасап берді. Оларға информацияның бәрін алып бардым, көріп, керек жерлерін сұрап, осы бір күнде жасап берді. Енді өзің Гаухар мысалға жүрді бір 3 миллион теңгеге жуық жазыпсыз да? Жеке өзіңіз былай енді ең аздаған қаражатыңыз ойыңыз бойынша қанша бастауға қажет? Бастауға ма? Егер жаңа оборудование бушный дейді ғой, соны алатын болсақ, ол жерге... Бушный керек қажет жоқ шығар енді? Жоқ, мысалы оборудованияны новыйын сатып алатын болсақ, миллионнан асып кетеді. Екі оборудованияның өзі 2,5 миллиондай болып қалады. Соған жақында қапты ғой. Иә, сол егер жаңа арзанырақ оборудование болса, оны бір 2 миллиондай істеуге болады. Миллион теңгемен.
Самым амбициозным проектом наставники назвали бизнес-план Танирбергена по производству зубной пасты. Танирберген остался доволен работой Центра обслуживания предпринимателей. Очень рад, что ему смогли там помочь. Далее в планах найти инвесторов и запустить цех. Қатысушылардың әрқайсысымен жеке кездескен бизнес-бапкерлерді Тәңірберген таң қалдырды. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының көмегімен алдағы уақытта тіс пастасын шығаруды қолға алмақ. Тек ойын жүзеге асыратын инвестор табылса болғаны. Масштабы от идеи, да, от того, каким образом ты планируешь двигаться вперед и смотреть. Ну, ты знаешь, здорово, что уже бизнес-план проверен, да, уже посмотрел Центр обслуживания предпринимателей. И какие рекомендации дали? Скажи, как тебя там немножко корректировали? Корректировали ли вообще, давали ли какие-то советы? Они подсказали, как делать еще SWOT-анализ. Насчет этого еще производственный план я сразу же на 100% сделал, ну, именно мощность производства. Они еще подсказали, что вначале лучше делать минимально 30%, начинать потом 50% и 80%. И как это рассчитывать на месяца, более уже профессионально все это они подсказали, вместе рассчитали, плюс еще налоги, как платить, сколько это на налоги уходит, как рассчитывать цены на свет, электричество, все это они вместе рассчитали, плюс это к стоимости пасты тоже входит. Что это входит в себестоимость, да? То есть ты уже в детали больше пошел, да, в ценообразование? Сколько сотрудников, зарплаты им сколько выделить, и от них зарплаты сколько налоги, все это вместе рассчитали и вычислили цену. Ну, польза есть от специалиста, да? Да. То есть работает, да? ЦОП работает, помогает? Отлично работает. И больше всего они даже позавчера они в нерабочее время после 6 часов остались и доделывали этот бизнес-план, как я понял. Помогли тебе. Да, помогли, да. Здорово. Слушай, себестоимость посчитали продукции, что получается? Себестоимость продукции 155 тенге. Классно. Ну, слушай, да, полностью интересно. готовый с тюбиком, с коробкой, полностью с пастой 155 тенге. Вы мне посоветовали встретиться с тем, у кого в этой сфере опыт большой есть. Рассказывай. Да, я встретился с профессором, доктор химических наук, и с ним посоветовались насчет моих состава паст, и он дал некоторые дельные советы в замену, что можно использовать эти ингредиенты. О, как здорово! Слушай, класс. Все записал, все сохранил, всю информацию. Потрясающе. Слушай, Молодец. вот когда начинаешь такие проекты делать, да, каких удивительных людей неожиданно находишь, знакомишься, да, и как много интересного эти люди дают. Да, он еще посоветовал одну линейку еще добавить зубной пасты. У него, оказывается, есть своя научная разработка из 7 трав. И можно добавить в нашу пасту, он сказал, и согласился вместе потом изучить в его же лаборатории эти составы и дальше добавлять в лечебно-профилактическую линейку пасты. Мы с бизнес-тренерами полностью разобрали наш бизнес-план, обсудили некоторые нюансы, то, что доработали. Они еще посоветовали, что воспользоваться методом 6 рукопожатий и всему миру заявить, что я хочу встретиться с моими кумирами. Это Алишер Еликбаев, Хайрат Кудайберген и Нурлан Смагулов. Если кто-нибудь их знает, близко знает, я хочу с ними встретиться и получить какой-то опыт, просто хотя бы даже в общении. Со временем Танирберген объединился с Евгением. Юношам предложили работу в алматинской компании, занимающейся производством бытовой химии. Участники уже отправились на практику в южную столицу. Бағдарлама барысында Тәңірберген Евгениймен бірікті. Жастарға тұрмыстық химиялық өнім өндіретін алматылық компания жұмыс ұсынған. Енді олар оңтүстік Астанада тәжірибеден өтпек. Есть свое производство. У них бешеная нехватка менеджеров, продажников. То есть то, что сегодня у них есть, откровенно говоря, то есть они не получают от менеджеров то, что они хотят. Ну, вот. Понятно, да. А мне это интересно. Почему? Во-первых, я смогу понять, как это все строилось, посмотреть документацию, одно из главных направлений, то есть они предложили попродавать их продукцию.
То есть уже в полях уже поработать, да? И я все равно хожу со своей продукцией, все равно буду ходить. А почему дополнительно, то есть вот не походить и не проявить себя? То есть они заинтересовались во мне, в Таннебергене. Я думаю, мы будем в этом направлении сотрудничать. Здорово. Вот. По документации тоже все продвигается, не так успешно и быстро в силу особенностей, потому что специалистов, к сожалению, нет. Придется, наверное, ехать не в Алмату, и в Астану, в ближайшие вот. Ты имеешь в виду по бизнес-плану? Или нет? Это или документация, сертификация, госрегистрация, угу. да, протокол испытаний, вот эти вот сложные моменты, там, потому что ГОСТ, вот это все очень запутано. Видите, так получилось, что тема новая, специалистов в ЯИКО вообще нет. То есть в Алмате еще кого-то можно найти. Вот. У нас, к сожалению, нет ни мощностей, ни специалистов. Но с технологом вот у меня должна быть встреча уже дедушка советских времен. То есть, это не тот, с которым Таннеберген разговаривал? Нет. Где вы дедушек таких находите? У вас много профессоров. Да, слушай, потрясающе. Удивительно, то есть я вот нашел, надо с ним съездить, поговорить. Человек просто конструктор, то есть ему говоришь, он говорит, ну вот это добавь, то есть мы уже несколько раз общались на эту тему. Вот, ну пока я решил остановиться на химии для бассейнов, вот продвинем, да, именно тот продукт, который основная идея, да, которая была. В общем, нам дали задание найти 3 успешных людей Казахстана, то есть которые нам нравятся, с кем мы хотели поговорить. И дали задание под принципом 6 рукопожатий, то есть мы должны их найти через 6 людей, через 5, там, как получится. То есть это Марат Абиев у меня, Александр Гарбер и под никнеймом Садо Лидерон. Вот хотелось бы с ними увидеться, с ними пообщаться, возможно, обменяться чем-то, то есть не идти туда как с протянутой рукой, да, ну, то есть найти общие точки соприкосновения. У следующих участников Айсары Турлыбековой и Адам Али тоже схожие интересы. Эти ребята любят создавать вещи своими руками. Келесі қатысушылар Айсара Турлыбекова мен Адам Лидің де ойы бір жерден шықты. Олар өз қолдарымен түрлі бұйымдар жасағанды ұнатады. Это вот, наверное, один из немногих, кто всегда с хорошим настроением изучает. Если честно, знаете, от вас всегда такая энергия почему-то. Вы улыбаетесь, сами заражаете тоже и... Верим, иногда ругаемся. И сами стараемся приходить с улыбкой к вам, и что-то получается еще лучше, да. Здорово. Слушай, ну давай рассказывай, что по бизнес-плану, какие движения произошли, какие изменения? Движение мы расписали бизнес-план, уже заканчиваем. Здорово. Вот, осталась там небольшая детализация. И по сумме специалистами, да? Да, со специалистами Центра обслуживания предпринимателей. Буквально там небольшие детальки. Вот, определяемся с суммой, точно. Примерно уже понимаете, какая сумма там у тебя выходит? Примерно, да, около 5 миллионов тенге. Вот, мы не стали там много совсем просить и мало рассчитывать на что-то. 5 миллионов, это немного. Не, немного, совсем очень скромненько. Да, я на самом деле, вот обувь, да, такой, да. В общем, что еще рассказать? Вы за общий период еще спрашиваете? Еще нет, это вот про бизнес-план. Потом у нас было интересное предложение от канала тебе по поводу авторства, я помню, передачи. Да. Слава богу, что ты помнишь, здорово. Мы помним, все как бы идея есть, идея, я считаю, что хорошая. Разобрал пару вариантов, именно предложил для начала телеканалу пару проектов, но они очень такие бюджетные. Я понял, что будет это реально реализовать, но чуть попозже. Слушай, что с бизнес-планом? Рассказывай, как получилось? Бүгін бітіріп келдім, бүгін демалыс болса да. Поэтому сегодня опоздала, да?
сөйтіп бітіріп берді бірге отырып 3 күн Подожди, отырған это ребята, специалисты ЦОПАТ Да. в нерабочее время, в Да. воскресенье работают. Сегодня? Сегодня она закончит. Сіз ЦОПа идешь? Ну, конечно. Представляешь? Да, вот ЦОП. я вчера и удивилась. Руслан, Я вчера, Кужагель. вот, я вчера и удивилась, Дайте ему что премию. она говорит, я опоздаю, потому что я бизнес-план буду доделать. Я думаю, воскресенье, бизнес-план. Думаю, интересно. Да, представляешь, то есть, в принципе, ребята молодцы, работают, замечательно. Ага, что доделала, что интересного получилось? Сырье. Біріншіден сырьені азайттық. Побольше, дайте мне побольше. Оборудование сәл көбейттік. Сөйтіп, 50 болып тұр қазірге. Оборудование мен сырье. Кредитқа деп отырмыз. Кредит берсе бізге. Залогқа енді бұл жағынан түсінбейді екен әлі. Сұрастыру керек. Соны сол туралы ақылдасып жатырмыз. Әлі де оған барып обсуждать етуіміз керек көп нәрсені. Супер. Смотри, основные средства, а где расписаны основные средства, что ты берешь из оборудования? Сейчас я найду, подожди. 5 миллионов получается. Хорошо. Здесь какое соотношение основных средств и сырья, который ты покупаешь? Там внутри как? 50 на 50, Да. 50 на 50, да? 50 на 50. Ага, хорошо. Помещение уже смотрела? Да. Уже выбрала? Подходит? Там ремонтные работы какие-то требуются? Ну, требуется, да. Чуть-чуть, да? Хорошо. В тот раз, вот, когда Все вообще, было готово. вообще заранее, когда планировали, 10 миллионов было. Я в шоке. 10 миллионов, зачем тебе 10 миллионов? Давай, азайт. Ну вот, и Ну, сейчас с Цопи 5 мы миллионов поговорили уже. с ним. Чуть-чуть Я обсуждали. Ну, на самом Переделали, деле, да. в самом начале лучше взять, опять-таки, видишь, это же вопрос принятия решений банками, да, по инвестированию, по финансированию. Чем, ну, реальная цифра, тем больше вероятность того, Да. что, да, одобрят. Ну, они тоже смотрят. Да, твоя задача потом в процессе показать объемы, обороты. Идеи начала зарисовывать, делать, создавать. Когда мы тебя в твоих вещах увидим? Когда? Да. Ну, скоро. Скоро, да? Надеюсь. Давай к следующему разу я приеду, и ты будешь уже в чем-то из своем. Окей, футболка. Договорились? Ага. Все? Ты запиши, пожалуйста, чтобы потом не было вопросов. Цопқа алып барып, кейін дайындап, бүгін алып келдік, тренерлерге көрсетеміз. Жақсы, қанша сома жұмсалады енді сіздің жобаңызға? 5 миллион 105 мың барлық бағасы. Өзін ақтау уақыты 1 жыл. Ахмарал Сүйімбаева – одна из самых активных в команде. Каждый день она поддерживает связь с тренерами и обо всем консультируется. Ахмарал все-таки остановилась на хендмейде. Напомним, женщина мечтает открыть швейный цех по производству сумок. Чтобы осуществить свой бизнес-план, ей потребуется свыше 9 миллионов тенге. Бағдарламадағы ең белсенді қатысушы әрине Ахмарал Сүйімбаева. Әрдайым бизнес бапкерлермен байланысып, әр қадамын ақылмен басады. Алғашында түрлі идеялармен бөліскен қатысушымыз ақыры бір тоқтамға келді. Тек сөмке тігетін цехын іске қосу үшін 9 миллион теңге қажет. В Центре обслуживания предпринимателей мне помогли доработать бизнес-план. Я сейчас в данный момент хочу зайти к бизнес-тренерам, проконсультироваться насчет бизнес-плана, правильно ли я составила его и какой шаг мне в дальнейшем надо сделать. Хорошо, видно, что принесла уже бизнес-план обработанный. Давай сразу к цифрам пойдем. На основе чего вот базировалась вот эта цифра, которая получилась сейчас? Больше 9,5 миллионов тенге. Ну, здесь на основе, просто здесь добавили автомобиль, который нужно убрать. Так, потом швейную машинку еще одну производственную. Все, остальное все нормально. Причем это интересно, да, в бизнес-плане по производству сумок автомобиль, да, то есть в первую очередь, да, и причем 30% от... Ну, то есть смотри, здесь, по сути дела, для того, чтобы получить финансирование,
Но мне кажется, все-таки лучше, чем меньше сумму мы берем, тем нам спокойнее будет ее возвращать, правильно? И тем больше шансов, что банк рассчитает возможность, кредитоспособность выплаты этих заемных средств. Поэтому автомобиль убираем. Вот, ну, правда, это сколько связано с этим еще дополнительных расходов будет, а это опять твои собственные средства. По поводу сырья. По поводу сырья не хочешь посмотреть, насколько можно увеличить сырье, то есть чтобы больше объем у тебя был сырья? Объем сырья? Угу. Стоимость сырья. Что именно можно убрать или добавить? Нет, добавить. Из тканей? Ну, что тебе больше нужно будет для работы? Вдруг ассортимент, вдруг у тебя заказ какой-то придет, я не знаю, корпоративные какие-то там подарки, Наурыз в конце концов впереди, какие-то вот срочно надо сшить, чтобы у тебя был объем, что больше всего тебе будет требоваться? Ткани? Да, ткани. Ткани, да? Разные, да? Ну, для этого мне придется предоплату у них взять, как бы, да. А потом уже определить какое-то время, на которое они вот будут заказывать, неделю там или 2 недели вперед. Потом уже подобрать им дизайн, который подходит для их фирмы или для их компаний, там, или для производства. И в течение недели или 2 недель закончить их продукцию. Смотри, что касается вот машинки, о чем мы с тобой говорили, да, до съемок, все-таки я советую поискать людей, чтобы эта машинка пришла в качестве, не знаю, подарка. Сделать правильный запрос, и чтобы это... Давай попробуем. Я думаю, что обязательно сработает. Мы с тобой после съемок обсудим, как это можно будет правильно сделать. Инстаграм ты уже завела. Да. Замечательно. Надо сейчас попросить всех ребят из команды, чтобы все расширили твой Инстаграм, чтобы люди приходили, чтобы люди отмечали, что уже вот в Чимкенте есть свой проект такой интересный, да. Ребята, заказывайте, кому нужны индивидуальный там пошив для корпоративных потребностей, для личных каких-то, чтобы уже какой-то маркетинг уже шел, какая-то реклама, потому что пока сейчас бюджетов нет на это, можно использовать формат рекомендаций. Это лучше всего работает, да? Вот по поводу порекомендовать, и люди сразу пойдут. В запасе у команды есть еще одна встреча с тренерами. Тогда будут подведены предварительные итоги. Участники получат слова напутствия, продумают дальнейшие шаги на пути к поставленным целям. Следите за развитием событий вместе с телеканалом ТВК. До встречи. Қазір қатысушылардың бапкерлермен кездесетін тағы бір мүмкіндігі бар. Содан кейін ғана атқарылған істің қорытындысын шығаруға болады. Ал болашақ кәсіпкерлер мақсатына қол жеткізу үшін әрі қарай қалай әрекет ету керектігін ойланбақ. Темірқазық Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы Шымкент қаласының әкімшілігі мен ТВК телеарнасының бірлескен бастамасы. Жоба Самұрық-Қазына Траст қоғамдық жобаларды дамыту қорының қолдауымен жүзеге асырылады.